инфекционном отделении Сунжской районной больницы на аппарате ИВЛ сегодня находится 6 человек. Все эти пациенты не могут дышать самостоятельно. Здесь больница осуществляет бесперебойную подачу кислорода. Как видите, необходимый запас имеется. Кислородная маска зачастую единственный способ помочь задышать самостоятельно и вывести из тяжелого состояния пациента. Врачи говорят, усложняют все сами больные, которые обращаются за медицинской помощью на 8-е и 10-е сутки заболевания. Потом перед врачами типичная история. Сначала 50% поражения, затем за пару дней 70%. Многие думают, что вылечат ковид самостоятельно, но даже сильные антибиотики в случае с вирусом просто бессильны. Конечно, сейчас тяжелее протекает. В основном сейчас вирус протекает намного тяжелее, потому что в основном больные поступают уже с тотальным поражением, с КТ-3 поступают в основном больные, более 70%, 60% поражения, даже молодые поступают с высоким процентом поражения, нежели раньше было совсем не так. Поэтому в основном сейчас тяжелее протекает и поступают уже с высоким процентом поражения. Сегодня в Сунжской центральной районной больнице в красной зоне лечения проходит 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, 8 в отделении реанимации и 8 в родильном отделении. Симптомы заболевания те же, что и при ОРВИ. Врачи говорят, сейчас вирус тяжелее поддается лечению и протекает тоже гораздо сложнее. Ситуация с коронавирусом на сегодняшний день такова, что периодическое незначительное снижение бывает пациентов, но это как бы ни о чем не говорит, потому что продолжают поступать пациенты в тяжелом состоянии. У нас постоянно большое количество пациентов в реанимации. И пациенты боятся ложиться в больницу, боятся обращаться к медикам. Вот, например, вчера у нас поступило 6 пациентов за сутки. Из них 4 человека – это запущенный случай. Чаще всего в больницы попадают пациенты с хроническими сопутствующими заболеваниями. Подцепили ковид в местах массового скопления людей, на похоронах или на свадьбе. Малика, давно вы здесь лежите? Да, я лежу 11-й день. 11-й день. Вот вы поступали когда? Что с вами было? Что вас беспокоило? Головокружение, одышка. А сейчас как вы себя чувствуете? Сейчас чувствую лучше. Заболела ковидом 30-го. Вот поступила я в реанимацию. Прямо они, как сказать, вытаскивают. Они до того стараются. Это я, правда, первый раз попала и первый раз с таким столкнулась. В Ингушетии ситуация с коронавирусом стабильная, но ковид непредсказуем. На всякий случай в больнице подготовили резервные койки. На сегодняшний день у нас развернуто 90 коек. У нас есть резервные койки, мы можем еще более развернуть койки при необходимости. Проблем с кислородом у нас нет и не было. У нас всегда есть кислород, есть запас кислорода. В красной зоне в больнице не попало ни одного пациента, у которого была завершенная вакцинация. Врачи отмечают, что прививка – это единственный способ защитить себя от тяжелых осложнений. Для этого в регионе открыты 22 прививочных пункта. Я хотела бы обратиться к жителям республики и еще раз попросить их беречь себя, беречь своих домашних, близких людей, меньше посещать общественные места, носить маски и, конечно, прежде всего делать прививки. В нашей республике очень негативное отношение к прививкам. Непонятно, почему оно такое негативное. Но на сегодняшний день единственной защитой от коронавирусной инфекции, от тяжелых случаев, летальных случаев коронавирусной инфекции, это вакцинация. Да, человек, которому сделали прививку, он может заболеть коронавирусной инфекцией, но эти формы заболевания, они не будут тяжелые, не будут со смертельным исходом. Чтобы больницы страны не превратились в одни сплошные красные зоны, необходимо выработать коллективный иммунитет и соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. В регионе, по данным Оперштаба, полностью привито более 190 тысяч человек. Коллективный иммунитет на данный момент составляет 53,8%. Лена Сычева, Асхаб Белакиев. Новости 24.